Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Единство Осетии, сохранение национального языка и традиций, создание мощной нации. Эти вопросы обсуждались на 8-м Всемирном съезде осетин. Во Владикавказ приехали 415 делегатов со всего мира, в том числе и из Франции. Не дать огню перекинуться на жилые дома – такова главная цель спасателей. Сегодня бойцы отрабатывали действия по локализации пламени на пожароопасной территории. Учения показали, что сотрудники МЧС с задачей справились. Подробности в репортаже Яны Гагиевой. Фестиваль «Зеленое яблоко» – это своеобразное посвящение в студенты. Молодые ребята Северостинского госуниверситета демонстрируют свои таланты. Чем в этот раз удивили друг друга студенты, в материале Мадины Исхановой. Эти и другие темы далее подробно. Единство Осетии, сохранение родного языка и традиций, создание мощной нации. Эти вопросы обсуждались на 8-м Всемирном съезде осетин. К своему народу обратились глава Северной Осетии Теймураз Мамсуров и президент Братской Республики Леонид Тебилов. Они отметили, необходимо прекратить делить осетин на иронцев, кударцев, дегорцев и чесанцев. Экс-президент Южной Осетии Эдуард Кукойты согласился с руководителем нашей республики, особо поблагодарил за поддержку в 2008 году. Он также опроверг информацию о возможном вхождении Братской Республики в состав России и высказался категорически против этого. Сегодня такие реалии, когда наш народ своим мужеством, героизмом, стойкостью, своей решительностью добился своей государственности, так будьте добры сегодня укреплять эту государственность, а не расписываться в своем бессилии. Я так думаю, большая часть осетинского народа меня поймет, и большая часть народа России меня поймет в этом отношении. Мы с Россией, мы всегда будем в России. Мы всегда будем одним из самых надежных форпостов русского мира. Это никакой ревизии не подлежит. Однако с экс-президентом не согласился спикер парламента Анатолий Бибилов. Он подчеркнул, что осетины должны быть едины не только на словах. Нужно подкреплять эти действия и документами. По словам Бибилова, вся Южная Осетия стремится к воссоединению с Россией. Всего во Владикавказ приехали 415 делегатов со всего мира, в том числе из Франции. Могу сказать совершенно откровенно, что, находясь далеко от родины своей, я горжусь тем, что я родом из Осетии, и эту гордость мне дают именно те люди, которых я встречаю здесь. Я вижу, что у нас умнейшие люди, у нас совершенно великолепный потенциал для всего. Все участники съезда отмечают важность подобных встреч. Они помогают осетинам со всего мира сохранять связь с родиной, дают толчок к сохранению давних традиций и культуры. Елена Черенкова, Яна Гагиева, Феликс Макиев, Осетия ТВ. Комитет дорожного хозяйства Северной Осетии продолжает налаживать связи с коллегами по всей стране. Сегодня председатель ведомства Георгий Казбеков встретился с представителями воронежской организации «Центр Дорсервис». Предприятие занимается проектированием сложных объектов, мостов, дорог. Гендиректор фирмы Мирон Карпович привез с собой несколько профильных монографий для студентов. Здесь, по словам местных специалистов, зачастую просто нет современной тематической литературы. Будущие дорожники учатся по изданиям 60-х годов. Это одна из причин нехватки кадров в республике. Все кадры, они предпенсионного возраста, новых молодых специалистов не хватает. Программа дорожного фонда, она очень интересная, и дальше будет развиваться, объем будет увеличиваться. Не хватает специалистов, мы вот этим вопросом сейчас как раз таки занимаемся. Считаю, что сотрудничество и с вузом, и с такими проектными институтами дадут возможность качественно и своевременно осваивать деньги дорожного фонда. Для решения проблемы воронежские специалисты предложили открыть филиал проектной организации во Владикавказе. Учиться и работать здесь смогут выпускники профильных факультетов Горно-металлургического института. Это позволит республике в течение ближайших 2 лет воспитать собственных высококлассных специалистов. В эффективном сотрудничестве заинтересованы как руководство вуза, так и представители Комитета дорожного хозяйства. Яна Гагиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Разряд статического электричества стал причиной возгорания резервуара с газом. Огонь может перекинуться на соседние объекты. Такова легенда очередных пожарно-тактических учений, которые прошли на Ордонской газонаполнительной станции. Объект пожароопасный и находится под особым контролем. Именно поэтому к работе специалистов во время учений было повышенное внимание. Сложность в том, что прежде чем потушить пожар, бойцы должны его локализовать. Было задействовано 10 единиц техники. Пожарной охраны личного состава 45 человек. Было отработано взаимодействие с администрацией объекта, также
с аварийной службой Горгаза, со скорой помощью и отделом МВД. Спасатели отработали действия при тушении пожаров на открытых технологических установках. Все запланированные мероприятия выполнили в полном объеме. По словам специалистов, бойцы сработали четко и слаженно. Над устранением недочетов, выявленных в ходе тренировки, будут продолжать работать. Яна Гайгиева, Ирина Санакоева, Алан Кайтуков, Осетия ТВ. Накануне Дня судебного пристава ряды служителей закона пополнили еще 25 человек. Сегодня на мемориале славы молодые сотрудники торжественно приняли присягу. Новых коллег поздравили старшие товарищи и ветераны Великой Отечественной войны. Сами новобранцы говорят, что для них это очень ответственный день. Сейчас в штате службы судебных приставов порядка 500 человек. Церемонию принятия присяги новичков ежегодно проводят накануне профессионального праздника. Функциональные обязанности службы судебных приставов на сегодняшний день крайне важны. Понятие принудительного исполнения судебных актов, актов иных органов на сегодняшний день возложено исключительно на службу судебных приставов. Учитывая, что из года в год нагрузка на судебных приставов возрастает в разы, я хочу отметить, что тем не менее сотрудники службы достойно справляются с теми задачами, которые на них возложены на сегодняшний день. В Ягдоне уже второй год подряд проходит акция «Костры на башнях», посвященная памяти погибших осенью 1992 года. 3 костра по очереди были зажжены в селении Гули, замках Акуна и Колгом. Построение и напутственные слова от министра спорта Хасана Бароева. Ребята из патриотических лагерей «Балс» и «Горец», а также исторического клуба «Ласамонга» отправляются на восхождение, чтобы отдать дань памяти жертвам погибших во время Остино-Ингушского конфликта. Такие трагические моменты, которые были связаны непосредственно с нашим народом, их забывать вообще не имеет права ни один вообще житель нашей республики. Мы обязаны их чтить и вспоминать, и помнить. Всегда достойно. Издавна сигнальные точки располагались как в горных котловинах, так и на равнинах, особенно там, откуда просматривалась большая часть территории, где проживали целые поселения. Сегодня участники акции повторили обряд, который совершали наши предки еще 200 лет назад. В те времена, чтобы оповестить народ об опасности, на сторожевых башнях поджигали специальные брусья с овчиной шкурой, для того, чтобы дым от костра был черным. Если необходимо собрать совет общества, пускали белый дым. Тогда в костер кидали мокрую солому. В темное же время суток подавали сигнал огнем. Огонь вообще разжигали в память об усопших. И так символично получается, что огонь, зажженный на башне или на сигнальной такой точке, на таком месте, который предвещает опасность, мы их разжигаем в память об погибших в Остино-Ингушском конфликте. И хотим, чтобы молодежь наша не становилась маргиналами, а помнили о своих корнях и о том, что случилось, какие испытания выпали на долю народа, и чтобы не забывали об этом, а старались всячески находить общий язык со всеми и в то же самое время были готовы защитить свою республику в экстремальных случаях. Горящие костры – один из обрядов, который соединяет в себе исторический дух прошлого и настоящего. В этом году эту акцию организовало Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии совместно с Центром патриотического воспитания. Отныне она станет традиционной. Рая Дзантьева, Ацамас Шипшев, Осетия ТВ. Проявить свои таланты и впервые заявить о себе. В Сугу проходит ежегодный фестиваль первокурсников «Зеленое яблоко». Именно здесь совсем еще зеленые студенты проходят боевое крещение. Веселый студенческий фестиваль проходит в 7-й раз. Сама идея проведения и организации праздника, аналогов которого нет в других вузах республики, принадлежит студенческому правкому. Целью этого фестиваля является то, что это хорошая возможность первокурсникам проявить себя, заявить о себе. Именно «Зеленое яблоко» является первой сценой для многих первокурсников.
Новобранцы высшего учебного заведения удивили разнообразием выступлений. Вокал, оригинальные музыкальные постановки, современные национальные танцевальные номера – это далеко не весь список. Первокурсники с азартом подошли к фестивалю, привлекли и иностранных студентов. Костариканец Диего Гарита, обучающийся на факультете международных отношений, танцевал чимт вместе со своими однокурсниками. Очень интересно принимать участие в этом фестивале. Я танцую осетинские танцы. Это здорово. Я не очень хороший танцор, но ребята мне сильно помогают. Так что я все-таки выучил пару движений. Мне тут очень нравится. Ребята, еще не ощутившие всей ответственности статуса студент, со всей присущей им степенью беззаботности пели, танцевали и шутили на сцене. Здесь главное не победа, а дух единства. Каждому участнику вручают грамоту и сочный символ фестиваля – настоящее зеленое яблоко. Мадина Сханова и Елена Гаглоева, Ацамаз Шипшев, Осетия ТВ.